Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Готовясь к сегодняшней передаче, мне попалась статистика. Около 300 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет не имеют постоянного места работы или вообще являются безработными. 20% из них обладают отличными способностями для открытия собственного дела. Но в силу разных причин только 5% решаются на это. Какова ситуация у нас в Приднестровье, статистика молчит. Чтобы как-то пролить свет на эту ситуацию, мы сейчас проведем опрос среди молодых людей в городе Бендеры. Есть ли у вас бизнес-мечта? Хотели бы вы открыть свое собственное дело, свой бизнес? Нет, вообще нет такой мечты. Хотя это популярно в наше время, там, мечтать о всяком бизнесе, но у меня нет такой мечты. А вот при каких условиях вы рискнули бы и пошли на такой шаг, и все-таки создали свое дело? Если бы, наверное, деньги все решают в таком случае. То есть при наличии денег вы бы пошли на это? А вот как думаете, должна ли быть помощь какая-то от государства, какая-то поддержка? Думаю, да. Как без поддержки самому взять и все с нуля сделать? Думаю, должна. Я не задумывался об этом. А у вас Сейчас есть, может быть, мечта, нету. идея? Такой мечты нет, у меня другие мечты. Я хотела бы гостиничный какой-то бизнес. Здесь у нас с этим слабовато. Поэтому здесь нет, не вижу пока смысла. У вас есть мечта открыть свое дело, свой бизнес? Здесь нет. Почему? Нет перспективы. А мечта-то есть? Мечта есть. Поделитесь, какая мечта? А у меня есть уже свой бизнес, только в другой стране. А какой? Праздники. То есть организация праздников, да. А почему не здесь все-таки? В чем проблема? Проблема в том, что я уже живу там, уехал отсюда, потому что учиться, опять же, в России. И здесь экономика слабая, и невыгодно ничего делать. А так хотелось бы, конечно, развить страну, помочь, и чтобы здесь все было хорошо. А как думаете, что должно произойти? Что нужно изменить? Может быть, государство не уделяет достаточно внимания, чтобы молодые люди не уезжали, здесь открывали свой бизнес? 100% в этом и есть главная, в принципе, проблема. То, что, возможно, верхушка власти не особо заинтересована в этом. Или заинтересована, но не сильно смотивирована. Я уже работаю сам на себя. Получается иногда. Все равно тяжело. Как ни крути. Работаю сама на себя, арендую помещение, но открыть бы свой бизнес я бы не смогла ни при каких обстоятельствах. А почему? Во-первых, существует много пунктов, которые не преодолеть начинающему поколению в открытии своего личного дела. Финансовый в первую очередь. Финансовое положение должно быть стойким. У нас сейчас этого нет, конечно. А взять кредит? Тоже сложно, проценты не устраивают, курс нестабилен. И не все банки рискнут дать этот кредит. У нас так все меняется, что потом кредиты, возможно ли будет вообще выкупить. Сейчас валюты ничего нет, поэтому тяжело. Я бы не рискнула бы, наверное. Насчет того, что денежных накоплений нет, это действительно беда. То есть негде взять. Пойдешь в банк, тебе попросить кредит попросишь. Тебе скажут, тебе есть что-то за тобой. Нет, до свидания. Никто не даст. Тоже проблема большая. У родственников в долг залазить, после чего уже стараться. А если спроецировать ситуацию, допустим, у вас не было бы сейчас своего бизнеса, вы рискнули бы, пошли бы на этот шаг? Вполне. Почему? Надо стараться что-то делать. На кого-то работать все равно сложнее. График, много чего, много факторов. На себя легче. А почему молодежь не хочет и все-таки уезжает? Ленивые. Потому что они думают, там, где нас нет, хорошо. На самом деле все не так. Просто надо стараться. Вот и все. Ни более, ни менее. Здравствуйте! Как вы поняли, сегодня наш разговор пойдет о поддержке молодежных инициатив в области бизнеса и предпринимательства. Сегодня мы выходим в эфир из студии Днестр ТВ в Бендерах. Вести передачу буду я, Елена Цветкова. И сегодня у нас в гостях начинающий предприниматель Светлана Мацкова, директор
производства перепелиной продукции, город Тирасполь. И индивидуальный предприниматель, председатель профсоюзной организации индивидуальных предпринимателей города Бендеры Виктор Березянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша передача проходит в формате телемоста, и мы приветствуем участников, которые сейчас находятся в центральной студии канала «Регионал» в Кишиневе. Это Максим Катаранчук, менеджер бизнес-проектов Европейской программы «Поддержка мер по укреплению доверия». И Петр Гургуров, представитель правительственной программы в Молдове «Пары 1+1», юридический эксперт-советник. Приветствуем вас. Здравствуйте. Как вы заметили, у большинства опрошенных нами пессимистические настроения, когда они задумываются о открытии собственного дела. Но неужели все у нас так сложно? Давайте будем вместе разбираться, как обстоят дела на двух берегах Днестра. Так ли сложно открыть свой бизнес молодому человеку? Я прошу высказаться наших гостей. Виктор, вы опытный предприниматель. Поделитесь собственным мнением. Тем более, что в Приднестровье этот год обозначен как год предпринимателя. Выступающие молодые люди очень четко подметили, что необходимо наличие денег для открытия бизнеса. Это для покупки оборудования, это для покупки материалов, аренды помещения. Откуда они у них? У них нету. Молодежи сегодня практически невозможно найти какие-то материальные средства для начала ведения. Кроме того, хочу сказать, что много есть работы по внесению в законодательство изменений, которые сегодня ограничивают возможности работать по патенту. Это и по налогообложению, это по арендной оплате рабочего места, потому что это львиная доля уходит прибыли на эту оплату. Если по патенту у нас сегодня есть какие-то подвижки, есть изменения, в то же время хочется отметить, что на местах иногда наши представители ветвей власти, они оторваны от этой проблемы и нету взаимосвязи. Принимаются решения, которые просто вредят развитию бизнеса. По отношению к году предпринимателя могу сказать плохую новость. В городе Бендеры около 600 патентщиков сдали свои патенты и не работают. Если это отмечен так год предпринимателя у нас, то это плохая статистика. Эти люди вынуждены выезжать. Они, конечно, не лентяи, как здесь молодой человек выступил, просто они вынуждены выжить, они вынуждены прокормить свои семьи. Тем более молодая семья, она только начинает сама жить, и сразу такие налоги, они сложные. Конечно, начинающим сегодня выпускникам уже внесены некоторые дополнения. Мы, кстати, предлагали и президенту, и Верховный Совет, вот есть переписка у нас, свои предложения по развитию бизнеса. Но поясняю, что не слышат, но будем надеяться, что услышат все-таки наши представители законодателей. Вот такое мнение сложилось у Виктора. Петр, скажите, а как обстоят дела в этом плане в Молдове? Хотелось бы, конечно, отметить, что в Молдове есть ряд программ по поддержке малых и средних предприятий. В целом, организации по развитию малых и средних предприятий, которая в 2007 году была сформирована Министерством экономики именно для того, чтобы поддерживать малые и средние предприятия. На данный момент в этом году уже 10 лет занимается поиском различных платформ, площадок для того, чтобы имплементировать программы по поддержке малых и средних предприятий. Если говорить о тех акцентах, на которые мы ставим, то, конечно же, одним из ключевых факторов, который мы считаем для того, чтобы предприниматель имел успех, это не только финансовые ресурсы. По нашему мнению, именно предпринимательская культура, предпринимательские навыки – это один из факторов, который успешный предприниматель должен обладать.
Если говорить про программы по поддержке малых и средних предприятий, сегодня мы говорим о программе по привлечению денежных ресурсов, которые работники, мигранты или родственники первой степени получают из-за границы, зарабатывают за границей, то в 2010 году правительством Республики Молдова была утверждена программа по привлечению денежных ресурсов, которая действует по правилу 1+1. То есть на каждый лей, вложенный со стороны предпринимателя, государство дает предпринимателю лей в форме невозмезных ресурсов, то есть в форме гранта. Если говорить про результаты данной программы, то в этом году 6 лет, как уже данная программа работает, на территории правой стороны, правого берега, скажем так, уже более 1000 предпринимателей получили данную поддержку, получили навыки в области предпринимательства и смогли начать собственный бизнес. Если говорить о эффектах данной программы, то нас очень радует тот факт, что предприниматели приезжают из различных стран, в которых они работали, приезжают как физические лица, впоследствии становятся предпринимателями, но приезжают с набранным опытом, с другим мышлением, с другой культурой. И весь этот опыт они направляют в предпринимательскую деятельность. Остаются какие-то связи в той стране, в которой они работали. Если говорить про финансовые результаты, то на данный момент мы имеем почти 1000 предпринимателей, как я говорил, 997, если быть точным, предпринимателей, которые получили данную поддержку, которые вложили в свое дело грантовые средства, которые они получили. Общая сумма грантов за 6 лет 185, чуть более 185 миллионов леев, и которая позволила привлечь в экономику чуть более 500 миллионов леев, которые были привезены из-за границы. Петр, спасибо большое. Мы давайте чуть-чуть остановимся, дадим слово другим участникам программы, а к этому вопросу мы еще обязательно вернемся дальше в ходе программы. Светлана, вот что думаете вы, почему молодые люди боятся и не хотят открывать собственный бизнес? Вот, насколько я знаю, вы тоже долгое время думали, как же открыть свое дело. Да, ну, во-первых, это, конечно, финансовые ресурсы, это в первую очередь, конечно, ну, а во-вторых, это страх. Это очень большой страх для молодого предпринимателя, это его надо побороть. То есть у тебя появляется чувство, что ты вложишься, вроде бы, да, у тебя есть деньги, вроде бы ты их вкладываешь, но всегда присутствует страх, что ты это сделать не сможешь. И этот страх, конечно, его надо бороть. Угу. Спасибо. Максим, теперь слово вам. Вот какое у вас сложилось мнение, впечатление от просмотренного опроса? Ведь, по сути, если провести такой опрос в любом населенном пункте и Молдовы, и Приднестровья, то мы получим, наверное, такие же ответы. У меня есть возможность поработать с бизнес-средами обеих берегов. И в этом плане я могу высказаться по поводу данного вопроса, изучив, скажем так, ситуацию на обеих берегах. Во-первых, я, просмотрев ваш репортаж, понял, что все-таки опрос делался на небольшом, скажем так, количестве опрошенных людей. И, наверное, для того, чтобы получить достоверные данные, было бы хорошо увеличить количество опрашиваемых респондентов. И, наверное, все-таки, если бы вы опросили, например, бенефициаров наших проектов, финансируемых Европейским Союзом, у вас, может быть, немножко картина изменилась. На самом деле, те бенефициары, которые получили поддержку нашего проекта, в большинстве своих случаев имеют уже хорошие, успешные бизнесы, которые они развивали на протяжении последних 1,5 лет или даже больше, в зависимости от той программы, о которой мы говорим.
Но, с другой стороны, конечно, мы не можем не отметить тот факт, что есть определенные вопросы и определенные проблемы, с которыми предприниматели встречаются на обеих берегах. Это, конечно же, тот фактор, который был отмечен вашими гостями, финансовый фактор, то есть доступность к финансовым ресурсам. Ну и с другой стороны, конечно, мое мнение, что недостаточность культуры и бизнес-знаний, скажем так. То есть в этом плане есть большой пробел. И тот факт, что у нас молодые люди не настолько готовы начать новые бизнес-предприятия, он связан все-таки в том числе с тем, что есть нехватка знаний. Ну и кроме этого, наверное, у нас есть проблема с доступностью к средствам или инструментам для бизнес-развития. Вы, наверное, знаете уже, что за границей очень развиты так называемые бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, лаборатории и так далее. Вот у нас была яркая возможность изучить случаи европейских стран, где большое количество стартапов, новых предприятий находило свое начинание именно в таких средах, как бизнес-инкубаторы. Ну, в целом, наверное, все-таки ситуация улучшается от года в год. И все-таки, наверное, тот пессимизм, о котором вы говорите, он постепенно уменьшается. И те люди, у которых есть новаторские идеи, хорошие бизнес-идеи, появляются все больше и больше возможностей развить свой бизнес как на правом, так и на левом берегу Днестра. Несмотря на все... Можно вопрос сразу, потому что были озвучены количество, кому оказана помощь. А кто ее оказывает, поддержку эту? Максим и Петр, вы оба говорили об этом. Хотелось бы услышать, от кого именно поддержка. Говорить конкретно о проекте, поддерживаемый Европейским Союзом, поддержка мер по укреплению доверия, это чисто европейские фонды, финансы. Они выделяются Европейским Союзом, начиная с 2011 года. И у нас на самом деле есть разные направления, в которых выделяются эти фонды. Но самая важная тема, которая, наверное, является основной темой сегодняшнего дня, это выделение ресурсов на развитие новых предприятий для молодых людей, находящихся вблизи реки Днестр, скажем так. Несмотря на все существующие сложности и трудности, молодые люди все же стремятся заниматься бизнесом. Светлана, которая у нас сегодня в гостях, больше года назад попала в число счастливчиков, бизнес-идеи которых были поддержаны и получили развитие благодаря проекту по поддержке мер укрепления доверия на двух берегах Днестра. У нас в архивах сохранились материалы о том, как Светлана начинала собственное дело. Давайте посмотрим сюжет. 3000 яиц за несколько часов. О таких продажах Светлана Мацкова не представляла еще год назад, когда стала развивать свой бизнес по разведению перепелов. На одной из ярмарок продукция перепелиного дома была представлена среди новичков в бизнесе, но которая уже на слуху у всех. На рынке наше предприятие только год, поэтому, конечно, для нас это своего рода, наверное, дебют. Все, что мы могли взять с нашего производства за сутки, вот оно все ушло. Мы сделали экспозицию, чтобы покупатели видели, что у нас есть поголовье перепелов, чем мы их кормим и что мы в итоге получаем. Всего полгода понадобилось молодой жительнице Тирасполя для того, чтобы стать успешным предпринимателем и развить свой бизнес. Идея появилась давно, однако воплотить ее удалось благодаря упорному усилию
экономическому и агропромышленному образованию и гранту, предоставленному Европейским Союзом через программу по продвижению доверия между жителями двух берегов Днестра. Идея родилась еще уже давно, но вот благодаря проекту ПРООН и торгово-промышленной палаты наша мечта осуществилась. Был очень такой, наверное, для бизнеса это очень большой скачок. То есть сами мы бы, конечно, очень долго бы поднимались, развивались, очень долго, я так думаю, наверное, лет 5, наверное. Мы грант выиграли на $8 тысяч. Это мы получили 16 клеток, брудера, инкубатор, морозильник, холодильник и перещипательная машина. То есть, мы в дальнейшем планируем, что мы будем поставлять тушки, мясо перепелов на рынок, поэтому это очень необходимая вещь. Это очень сильная поддержка для начинающих бизнесменов, это очень сильная поддержка, потому что очень резко надо браться. Нет времени для раскачки, нет времени думать. Есть только надо идти вперед, надо работать, надо нарабатывать. Для этого все предоставили, тебе все дали, работай. После закупки оборудования было приобретено 400 голов перепелов, из которых 380 несушки и 20 самцов. За год одна перепелка приносит более 280 яиц. Мы будем стараться, чтобы у нас поголовье перешло через 3000, хотя бы 3200, 3300 мы будем стараться. Ну а в дальнейшем мы рассчитываем поголовье поднять до 10 тысяч. До 10 тысяч, чтобы обеспечить приднестровский рынок. Дай бог, может, выйдем еще на какой-нибудь рынок. Рынок перепелов является одним из перспективных направлений в птицеводстве. Этому способствует постоянный спрос на продукцию. Ведь в перепелиных яйцах нет холестерина и не бывает сальмонеллы. Они содержат много витаминов, аминокислот и других полезных микроэлементов. Перед тем, как отправлять продукцию в магазины, мы сдаем ее в ГУ, Республиканскую ветеринарно-санитарную лабораторию, на анализы. Они выдают нам протокол о том, что продукция не содержит никаких патогенов, то есть что она качественная, и только после этого нам выдают ветеринарное свидетельство, на основании чего мы уже отправляем все это в магазин. Благодаря проекту и усердным стараниям Светланы, помимо нее на ферме трудятся еще 3 человека. Это люди, которые в родном городе обеспечены работой и имеют стабильную заработную плату. Светлана, не могу не спросить, как сейчас чувствует себя ваш перепелиный дом. Вот что изменилось, в какую сторону, какие результаты, какие, может быть, трудности? Трудности, наверное, есть в любом бизнесе, от этого никуда не уйдешь. На данный момент мы чувствуем себя довольно-таки хорошо, мы развиваемся, мы молодое предприятие, поэтому нам есть еще куда расти, но мы уже небольшими шагами, но идем вперед. А вот какую поддержку на сегодняшний день вы ощущаете от государства? Какие-то послабления, может быть? Есть у нас послабления, у нас специфическое, специализированное предприятие, мы общество ограниченной ответственности, но мы сельскохозяйственного направления. Мы на данный момент не платим налог на доходы. То есть для нас это, конечно, играет очень большую роль. Поэтому государство, мы чувствуем эту поддержку от государства. А вот оглядываясь назад, решились бы вы сегодня, сейчас открыть собственное дело? Да, даже, наверное, оглядываясь назад, все-таки страхи, наверное, они были все-таки лишние. Чересчур мы как-то этого боялись, поэтому, открыла бы. Виктор, теперь вопрос к вам. Какую оценку вы дадите бизнес-климату на сегодняшний день в Приднестровье? Я хотел бы сказать, коллега, она ответила, что, наверное, законодательно, если бы были такие послабления и для остальных, то есть у вас есть для сельского хозяйства послабления, а если бы его перенести было на производство, сферу услуг, то, чтобы позволило людям не уезжать, а заниматься именно здесь и создавать свои рабочие места, это было бы правильным. Мы такие предложения выносили, к сожалению. Очень удачный у вас депутат, ваши интересы лоббировал Коваль, он умница, это могу смело сказать, потому что он всегда свои
своих не бросают. Оценка сегодняшнего дня, она не оптимистичная, она довольно-таки... Я уверен, что уменьшение количества предпринимателей еще к осени будет намного выше цифра. И связано это, я еще раз повторюсь, это арендная плата, более конкретно скажу, это покупательная способность, этот фактор тоже, нестабильность нашего доллара сказала от рубля к доллару, она сказалась на покупательной способности. Я хотел бы задать еще Максиму вопрос. Кто у них может работать по патенту, какие виды деятельности могут быть вот у наших соседей в Республике Молдова? Да, по части вопроса патентов я вам очень четко ответить сейчас не смогу, но вот конкретно о нашей программе условия для юных предпринимателей, которые хотели участвовать в данном проекте, было очень простое, чтобы они создавали новое предприятие в форме организации ООО или СРЛ, то есть организация с ограниченной ответственностью, и в этом случае, конечно, не было возможности создать новые предприятия или работать на основе патента. Вот такой вопрос еще. А как вы можете оценить бизнес-климат на сегодняшний день в Молдове? Вот слово нашим экспертам в студии, канал «Регионал». Если можно, я хотел бы немножко добавить, связанное с патентом, и не только с патентом, но в целом хочется сказать, что в последнее время власти Республики Молдовы очень много шагов предприняли для того, чтобы облегчить предпринимателям жизнь, если можно так выразиться. Связанное с патентом, то сейчас очень широко дискутировалось закон о предпринимательском патенте. Именно вот в области коммерции мы дискутировали о различных площадках, и Министерство экономики на данный момент приняли определенные решения, которые предложили правительству с апробированием для того, чтобы немножко поменять условия работы для патентообладателей. И появилась новая форма ведения бизнеса, как частный предприниматель или физическое лицо с предпринимательской деятельностью, которое должно оплачивать годовую ставку. Сейчас затрудняюсь ответить, сколько она составляет, но не получать патенты так, как было раньше. Если говорить о областях, в которые предпринимательский патент или предприниматели могут использовать предпринимательский патент, действительно их не так много, но мы знаем, что предпринимательский патент является разрешительным документом. Это не одна из организационно-правовых форм, которая может позволить предпринимателю участвовать в программах по поддержке малых и средних предприятий. Во всех программах национальные программы поддерживают тех предпринимателей, которые имеют сформированное уже свое предприятие, или это индивидуальный предприниматель, это общество с ограниченной ответственностью, или другие формы ведения бизнеса. В таком плане они могут получать поддержку со стороны государственных программ по поддержке предпринимателей. Петр, и вот такой еще вопрос. Как вы можете оценить бизнес-среду, бизнес-климат в Молдове? И какие альтернативы, которые государство предлагает молодым людям для старта или поддержки уже имеющегося бизнеса? Конечно же, мы не хотим быть чересчур большими оптимистами. И мы понимаем, что предпринимателям нелегко и на правой стороне, и на левой стороне. Но в то же время мы считаем, что если предприниматели поднимают свою предпринимательскую культуру, участвуют в различных предпринимательских тренингах, используют те программы, которые на сегодняшний день есть на всех всевозможных площадках финансирования, то в конечном итоге экономическую деятельность можно вести, как мы видим и на практике, предприниматели и физические лица, вот сегодня мы говорим про программу по привлечению денежных средств из-за границы, физические лица возвращаются не в том объеме, в котором нам хотелось бы, но все равно возвращаются, начинают собственный бизнес и успешно его развивают.
Предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы нашли в интернете об одном из участников программы «Пары 1+1». Ну, а после мы вернемся к обсуждению. Am plecat în anul 1999 în Irlanda și după acolo 14 ani de muncă m-am și hotărât să mă întorc în țara, în Moldova, să aduc o companie de producători de modul suntem. Ideea a fost la un prieten de-a meu care deja de mulți ani produce module și eu am observat că sunt deja crescut în Irlanda, deja am ajuns la un job foarte la nivelul înalt și nu mai este unde să mai cresc în Irlanda și am hotărât să mă întorc în Moldova, să muncesc pentru mine însuși, să am compania mea proprie, să angajez ceva muncitori mai mulți, să aduc țara la un nivel mai înalt. Și sper ca să produc ceva motivat pentru persoane cu dizabilități care nu pot să urce la nivelul 2 scara, deci ceva ca paturi speciale, ceva ca scaune speciale, ceva ca mobilier special, deci mai confortabil pentru dânsii. Pentru că nu există la noi în țară, nu sunt așa companii și sperăm să fim ca printre primii care produc așa ceva, ca să nu importăm din alte țări, totul să fie aici la noi pe loc. Напомню, что в эфире передача из цикла «Альтернативы. Поддержка молодежных инициатив в бизнесе». Наши гости из Бендер и Кишинева делятся своими мнениями о ситуации по развитию молодежного предпринимательства. Петр, вопрос к вам. Сколько молодых людей уже получили помощь в рамках этой программы «Пара 1+1» и смогли открыть собственный бизнес? Сколько остались из них на плаву? Есть ли какая-то статистика и результаты? Был вопрос именно по предпринимателям, по молодым предпринимателям, потому что наши программы направлены на поддержку предпринимательства в целом. Если говорить о конкретно программе «Паре 1+1», ограничений по возрасту нету. Я уже упомянул, что на сегодняшний день почти 1000 предпринимателей получили финансирование. Если говорить о тех предпринимателях, которые не смогли пройти, то хочу вам сказать, что этот процент очень и очень маленький. Он составляет 0,5, наверное, из-за того, что или предприниматель не ездил за границу, или не хватает каких-то документов и так далее. Если говорить в целом по поддержке малых и средних предприятий, то хочется отметить, что кроме программы «Паре 1+1» у нас есть и другие программы, направленные на поддержку предпринимателей. Мы говорим о гарантийном фонде, о государственном гарантийном фонде, который помогает предпринимателям, дает финансовые гарантии и обеспечивает кредиты, которые предприниматели пытаются получить у коммерческих банков. Мы говорим о национальной поддержке, о программе по национальной экономической поддержке молодежи. Вот данная программа именно направлена на молодежь. У нас в прошлом году поменялось законодательство, и молодой человек считается человек до 35 лет, то есть, соответственно, в данной программе могут участвовать. Вот именно в данной программе есть ограничения по возрасту. Есть и много других программ, направленных на поддержку предпринимателей. Это и эффективное ведение бизнеса, которое предоставляет обучение предпринимателям в различных областях, связанные с предпринимательской деятельностью. В этом году стартовала программа, направленная по поддержке женщин, которые пытаются и развивают свое собственное дело, являются учредителями и администраторами компаний. То есть в данной программе женщины, которые развиваются, женщины в бизнесе, так скажем, будут получать и поддержку по обучению, и в финальном этапе будут получать и грантовые средства для развития собственных идей. Светлана, Виктор, что вы слышали об этой программе? Может быть, что-то слышали раньше? Если нет, то у вас есть возможность задать свои вопросы экспертам в Кишиневской студии. Ну, у меня появился вопрос такой. Человек уезжает, показали сейчас
ролик, где указано, что человек уехал на работу, где-то заработал деньги, и после этого вернулся, влаживает свои деньги, и плюс ему идет помощь, я так понял. Значит, а не спровоцирует ли ваше вот такое введение, что молодежь поедет сейчас зарабатывать деньги, а потом, может, вернется, а может, нет, и с целью рискнуть, чтобы открыть какое-то свое дело? Мне хочется сказать, что данная программа, наверное, будет являться последним фактором, который может спровоцировать молодежь уехать. Мы прекрасно понимаем, из-за чего уезжают молодые люди, не только молодые люди, из-за того, что они не могут устроиться, трудоустроиться и так далее. Но хочу сказать, что данная программа не спровоцирует уезд молодежи. Данная программа спровоцирует приезд молодежи для того, чтобы данные средства не были инвестированы в хорошие ремонты, в, скажем так, потребности ежедневные, а были перенаправлены в создание своего собственного рабочего места. Я просто хочу, почему задал вопрос, у меня 3 детей, и они уехали отсюда, с Бендер, и они не намерены возвращаться, потому что они там устроились, зарабатывают какие-то деньги, и я от них не слышал такого желания, чтобы возвращаться. Мы так понимаем, что если говорить вот про статистику, то мы можем сказать, что мы отмечаем желание приехать, но опять же мы данную программу и другие программы предоставляли, рассказывали на различных площадках, в том числе и за границей. Вот на одной из такой площадки в Италии нам наши сограждане говорили, что у некоторых нет желания приехать обратно, у некоторых есть желание приехать обратно, но все единогласно говорят, мы не имеем куда приехать. Вот именно такого рода программы, по нашему мнению, провоцируют людей, которые думают, вернуться или не вернуться, создать собственный бизнес и развивать его при поддержке, конечно же, государства. Но статистики такой нет у вас, вернувшихся. На данный момент есть статистика. Если мы говорим о программе «Паре», то именно в рамках программы более 1500 предпринимателей уже прошли обучение, и 1000 предпринимателей получили финансирование и развивают свои предприятия в Республике Молдова. Но хочется сказать, если опять же ссылаться на статистику, половина из этой 1000 – это работники-мигранты, которые вернулись, вторая половина – это родственники первой степени, которые также могут участвовать в данной программе. Светлана, может, у вас есть вопрос? Да, у меня вообще вопрос такой. Могут ли жители Приднестровья стать участниками вот данной программы? Если говорить про ситуацию на сегодняшний день, то у нас есть случаи, когда жители Приднестровья, имея молдавские паспорта, регистрируют компанию на правом берегу и участвуют в данной программе. Но хочется сказать, что, наверное, это будет премьерой, но на одним из последних заседаний Координационного совета данной программы вице-премьер, министр экономики дал указание, чтобы мы анализировали возможность создать новый компонент, который будет называться компонент «Паре 1+1» в Приднестровье. Окончательное решение, конечно, будет принято после того, как мы проанализируем, каким образом мы можем данную программу вот в Приднестровье имплементировать. Наверное, это будет какой-то пилотный проект изначально, чтобы увидеть, как механизм будет работать. Есть определенные моменты, связанные с согласованием, с валютой, с курсом. Как вы знаете, программа предусматривает на каждый лей вложенный, государство помогает вторым леям, а вот в Приднестровском случае нужно будет детально продумать именно методику имплементирования данной программы, включительно и в Приднестровье. Максим, программа «Пара 1+1» проходит под кураторством Евросоюза. Что вы вот в целом можете сказать об этой программе? Успешна ли она? Какие плюсы и какие минусы в ней? Насколько молодежь инициативна и с какими идеями приходят молодые люди? Наверное, этот вопрос больше адресован моему коллеге, но на самом деле я могу в сравнении сказать о определенных разницах между нашей программой «Поддержка мер по укреплению доверия» и программой, которая имплементируется ОДИМом. Ну, например, у нас основной акцент идет на то, что мы финансируем те проекты, которые внедряются и создаются людьми, проживающими вблизи реки Днестр, то есть на обеих берегах реки Днестр.
И в основном у нас идет акцент на гендерное равенство, например. То есть мы пытаемся создать равные условия как для женщин, так и для мужчин. Мы пытаемся поддержать те проекты, которые способны создать большее количество рабочих мест. Те проекты, которые имеют инновационный компонент, очень важный фактор. И тоже немаловажный момент – это те проекты, которые будут дееспособны после окончания проекта. То есть в тот момент, когда заканчивается поддержка нашей программы, данные молодые люди должны быть способны поддержать и работать на длительный промежуток времени. Светлана, вот вопрос к вам. На ваш взгляд, то, что сегодня предпринимается государством по поддержке предпринимательства, молодых предпринимателей, этого достаточно? Ну, видите, мне сложно судить, у нас чуть-чуть другая направленность, поэтому мне, конечно же, очень тяжело с этой стороны судить. Мы относимся чуть к категории льготников, поэтому как бы мне тяжело судить с этой стороны. Виктор, может быть, вы что-то ответите? Вот достаточно ли то, что предпринимает государство по поддержке? На что нужно обратить внимание? Вот мы слышим о новых проектах каких-то в Молдове. У нас есть такие поддержки, проекты? Я услышал, поддержку от Евросоюза идет, но, наверное, мое мнение, что должны помогать, если помогает Евросоюз Молдове, то кто нам поможет, Приднестровье? Это пока открытый вопрос. Если там 1000 человек получили помощь, а у нас получило 16 человек. Ну, нет, больше чуть. Больше 46. Первые бенефициары 30, и сейчас нас 16. Ну, 46. все равно как-то пропорция интересная. Ну, есть над чем еще поразмыслить. Самое основное, что я хотел бы отметить, что, видите, закон об индивидуальном предпринимательском патенте, он нуждается в серьезном изменении и доработке. Мы предлагали, что надо изменить, насколько я знаю, в Молдове ограниченные виды деятельности для работы по патенту. У нас максимально они расширены. Ну, например, у нас есть такой вид деятельности, как сдача в аренду торговых мест в торговых домах. Ну, это ошибочно, это какой-то лоббирован был интерес определенной группы людей, поэтому, наверное, данный закон, это я для примера привел всего лишь один пунктик, а для этого надо работать законодателем совместно с предпринимателями. Мы предлагали лет 5 назад, наверное, создать переходный период для патентчиков. Патентчик сегодня, может быть, он почему пошел туда? Предприятия сократились, предприятия не работают. Туда пошли люди, самозанялись. Они работают для того, чтобы выжить. Что им надо? Надо дать возможность поработать, но если он уже вырос финансово, и он может создать предприятие, он уже нанимает людей, у него там, допустим, 3-4 контейнера, сделать ему какие-то льготные условия, вот как коллега говорила, и чтобы он 3 года поработал по упрощенной системе. Почему идут патентчики? Потому что меньше отчетности, меньше беготни по отчетным организациям, контролирующим. Поэтому необходимо сделать на период 3 лет, я имею 3 патентчиков, значит, я работаю по упрощенной системе. Потом я перехожу в общество с ограниченной ответственностью. Это было бы правильно. Много нюансов, которые сейчас долго рассказывать, и эфир у нас не позволяет. Поэтому законодательное изменение и арендной платы, и всего остального. Наши коллеги из студии НТС в Тараклии тоже следят за развитием событий в своем южном регионе. И специально для нашей передачи они подготовили сюжет «Стартапы на старт». Давайте посмотрим его. В своем родном селе, городе тоже можно развиваться. Необходимо желание работать и искать возможности. Одну из таких возможностей предоставил Европейский Союз благодаря работе программы по поддержке развития сельского хозяйства и местности в Гагаузии и Тараклийском районе САРТ. Развитие этих регионов – один из приоритетов в сотрудничестве Молдовы и ЕС.
Работа малых и средних предприятий – ключ к экономическому росту. Именно они представляют собой хребет экономики, и им нужна особая поддержка. Таких возможностей для повышения уровня жизни и развития южного региона Молдовы не так уж и много, считает глава соседней Гагаузии Ирина Влах. Это не кредит, который дают, и ты должен его возвращать. Это грант, это серьезная помощь и поддержка. И самое главное, что почувствовала я, что появились новые идеи, появились новые инициативы. Мы видим сегодня по глазам наших стартаповцев, что они хотят жить здесь, в Гагаузии, в Тараклии. Они хотят здесь запустить свое дело. Они хотят здесь развивать не только свое дело, но и развивать те населенные пункты, откуда они. В Тараклии официально поздравили тех, кто свою деятельность только начинает, или, как ее называют, стартап. Главное – хорошо спланированная идея работы и развития. Людмиле Бишир возможность, предоставленная программой САРТ, помогла реализовать ее детскую мечту. Одежда в национальном народном стиле – это не только красиво, но и модно, оригинально. Я выросла в такой вот атмосфере. У меня мама более 20 лет проработала, разрабатывала модели в промкомбинате. В принципе, мне это знакомо, мне это очень нравилось. В детстве я и шила куклам вещи. На сегодняшний день я увлекаюсь вязанием. Мне это приносит колоссальное удовольствие. И хотелось бы заниматься все-таки тем, что тебе приносит удовольствие и нравится, то, что красиво. Мы собираемся в ближайшее время закупить очень хорошее дорогостоящее оборудование, на котором мы будем работать. Я думаю, что продукция будет качественная, учитывая то, что мы будем использовать все-таки натуральные ткани. Возможность проявить себя еще будет. 1 марта стартовал второй этап конкурса по поддержке малых и средних предприятий, где представители бизнеса или те, кто только мечтает заняться своим делом, смогут получить до 18 400 евро. Людмила Бишир получила 10 тысяч евро на открытие своего дела. Уже в начале мая в ее небольшую швейную фабрику завезли новейшее оборудование – вязальную машинку, затем 4 промышленных, оверлок, распашивальные для кожаных и тяжелых тканей, а также компьютеризированную машинку для отделочных строчек. 2 вышивальные машины, которые на данный момент работают над первым заказом, который нам дали младшая танцевальная группа «Тараклийский Мегдан» 13-летних подростков. Они заказали нам белые блузки с молдавским орнаментом. В принципе, мы над ними и работаем вот сейчас. Надеемся, что дальше у нас будет как можно больше заказов, и мы можем уже оптом заказывать много тканей. Ткань абсолютно экологически чистая, с чистого хлопка, то есть не содержит никаких синтетических нитей. По словам рукодельницы, на ее предприятии смогут работать 5 специалистов, хотя по условиям проекта необходимо было открыть минимум 3 рабочих места. Первый заказ – изготовление 12 блузок в национальном молдавском стиле. Людмила надеется, что принесет ей удачу и привлечет больше клиентов. Максим, вопрос к вам. Расскажите вот коротко об этом запущенном проекте и насколько инициативна молодежь в этом регионе. К сожалению, сегодня нет представителя данного проекта, но что важно отметить, это является практически зеркальным проектом того же проекта, поддерживаемым программой поддержки мер по укреплению доверия, проекта наставничества. И плюс данных проектов является в том, что молодые люди получают в качестве поддержки не только грантовые деньги, но они получают в том числе наставничество от партнеров, они получают доступ к семинарам, тренингам тематическим, и у них возрастают, скажем так, шансы на успех благодаря этой постоянной поддержке в течение определенного промежутка времени. В случае программы поддержки мер по укреплению доверия, эта поддержка производилась в течение 14 месяцев. То есть, как вы видели, и Башкан Гагаузии отметила, что возрос интерес молодых людей к данным проектам, как они только появились в регионе. То есть они очень значимы как для Приднестровского региона, так и для Тараклии.
и Гагаузии. Максим, вот среди молодых людей есть такое мнение, что гранты – это те же кредиты, которые нужно отдавать или отрабатывать. Так ли это? Проясните ситуацию. Важно понять то, что гранты – это совсем не те же кредиты, то есть это деньги, которые даются безвозмездно, но при условии выполнения каких-то технических заданий. Если условия выполняются успешно, эти деньги, эти инвестиции остаются у предпринимателя. То есть разница значительная, и оно является значительным подспорьем для начинания нового бизнеса. Это практически бесплатные, скажем так, ресурсы, которые очень редко бывают доступны, а на Западе они вовсе отсутствуют. То есть это та привилегия, которая доступна странам, которые находятся на первых этапах, скажем так, своего развития, своего пути. Светлана, вот вы тоже были участником проекта и получали подобный грант. Вот есть возможность ответить тем молодым людям, которые не верят, что вы не должны возвращать этот грант и не должны отрабатывать, или может у вас все-таки есть обязательства? Нет, мы выполняем согласно бизнес-плана 75% от заявленного бизнес-плана. И, соответственно, наши инвестиции, как вот было сказано, что отдаются предпринимателю. То есть это не кредит, то есть это безвозмездная помощь, да. В Тараклийском районе только стартовал проект по поддержке молодых предпринимателей. Очень скоро мы узнаем новые истории успеха. Почему мы в этом уверены? Давайте посмотрим сюжет, который подготовила центральная студия, канал «Регионал», о молодом предпринимателе, который добился большого успеха благодаря участию в проекте. Говорят, что самый стабильный бизнес зарождается в тяжелые экономические времена. Как бы парадоксально ни звучала эта теорема, доказать ее удалось начинающему, но уже успешному предпринимателю Виталию Радулову. В селе Спея Григориопольского района он создал крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию свиней, трудоустроив при этом 4 сотрудника. Думали, что когда все закрываются, надо открываться, потому что потом будет спрос. И так и получилось. Свинина востребована, и ее не так много выращивают, какой спрос. И решил, посчитал, что это экономически выгодно, и решил попробовать вырастить своих свиней. Принял участие в проекте по выращиванию, созданию фермерского хозяйства и выиграл грант. Я получил грант в размере $10 000 США. Значит, закупил поросят 110 голов, и мне получилось, закупил корма для поросят непосредственно. У меня было помещение свое, были кормушки, были поилки, было оборудование для дробления зерна, и благодаря купили поросят и купили корма. На полученные в качестве гранта средства Виталий в январе прошлого года купил 110 голов свиней и комбикорм, а к майским праздникам уже были произведены первые продажи. Изначально планировалось, что выращенные здесь свиньи будут продаваться живым весом. При запланированной производительности свинофермы от 220 до 370 голов в год. В настоящее же время продукция чаще реализуется на рынке в виде готовых мясных туш. Свой бизнес-проект Виталий Радулов рассчитывает окупить за 16 месяцев при рентабельности на уровне 22%. Уже есть свои клиенты, звонят даже нам, заказывают мясо, им понравилось качество. Мы немножко уступаем людям, допустим, по ценам немножко чуть дешевле, чем на рынке. И людям нравится наше качество, наша цена, наверное, соответственно. И звонят, обращаются. С реализацией продукции у нас проблем пока не возникает. Его, как говорит сам Виталий, небольшая домашняя ферма оказалась популярной благодаря правильному и ответственному отношению к делу и клиентам. Ведь здесь выращивают натуральное мясо высокого качества. Это обеспечивается сбалансированным питанием, тщательным подбором кормов и насыщением их витаминами. Однако такому правильному подходу к делу пришлось обучаться, а потом прилагать немалые усилия, чтобы осуществить свои идеи. Если человек хочет научиться чему-то, то он всегда добьется своего. Век живи, век учись, немножко помогло образование, немножко то, что я вырос в селе, имел представление, скажем так. И все по чуть-чуть в совокупности, и дает какой-то результат.
Развитие предпринимательства в сельской местности реально и интересно. Главное – понять, чем хочется заниматься, определить свою нишу и, конечно, много трудиться и постоянно самосовершенствоваться. Так считает предприниматель Виталий Радулов, чья история успеха заставляет поверить в свои силы, невзирая ни на какие времена или кризисы. Максим, поделитесь с нами, как много у вас проектов в сфере по укреплению мира доверия в области бизнеса для Приднестровья. И если есть новые, то приоткройте нам занавес. Я отвечу на ваш вопрос. То есть программа поддержки мер по укреплению доверия имеет более чем 27 проектов, которые относятся к части укрепления доверия на обеих берегах. Что важно отметить, сегодня мы, конечно, сфокусировались на те проекты, которые относятся к развитию предпринимательства напрямую. И в этом случае, конечно, важно отметить, что предприниматели получили доступ как к финансам, так и к новым знаниям и к поддержке со стороны наших партнеров. Но кроме этого у нас есть, конечно, стратегические проекты, которые относятся к развитию новых услуг на рынках правого и левого берега, то есть услуг для бизнеса. У нас есть, по крайней мере, 8 бизнес-платформ, которые созданы бизнес-ассоциациями с обеих берегов Днестра. Результаты этих проектов, конечно, они очень видны, понятны и необходимы для бизнес-сред обеих берегов. Вот, к примеру, у нас есть такая платформа, которая занимается направлением маркетинг research или опросом населения по разным направлениям. Например, предположим, что у определенного бизнеса есть желание распространить свое действие как в городе Кишинев, так и в городе Тирасполь. В этом случае у них есть необходимость в достоверных данных. Они могут обратиться к партнерам данной платформы для получения достоверной информации по части необходимости определенного продукта или услуг на обеих рынках. У нас есть, по крайней мере, 4 бизнес-платформы, которые поддерживают сельское хозяйство. Кроме этого, есть такие направления, как развитие туризма и гостиничного направления. Кстати, в рамках этих проектов был создан информационный туристический центр в Тирасполе, а в конце лета текущего года предполагается открыть такой же центр в Кишиневе. И вот эти 2 информационных центра будут взаимодействовать и обмениваться информацией по новым туристическим местам на обеих берегах. То, что очень важно для развития такого нового направления в регионе, как туризм. И много других хороших результатов были получены посредством этих платформ. Ну и кроме этого, конечно, не могу не отметить такие проекты, как сертифицирование экспертов в экспорте, бизнес-консультантов. Вот на прошлой неделе мы, например, сумели при помощи наших партнеров австрийцев сертифицировать экспертов, бизнес-консультантов по стандартам CMC. То есть это очень важно для того, чтобы не только создавать новые предприятия, а для того, чтобы поддержать существующие предприятия, помочь им расти и в конечном итоге помочь им выйти на экспорт, выйти на европейские рынки с продажей своих продуктов и услуг.
Проект «Бизнес-наставничество», который уже завершился в Приднестровье, показал, что даже при не очень большом финансировании, но при умелом планировании, обучении, наставничестве, контроле и добром отношении молодые люди способны делать большие дела. Итогом проекта стала большая пресс-конференция и, конечно же, награждение участников. Давайте посмотрим, как это было. Всего за 1 год им удалось создать более 120 рабочих мест и предложить на рынке новые товары и услуги. Речь идет о 31 молодом человеке с правого и левого берегов Днестра, которые стали предпринимателями благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, предлагаемой программой «Поддержка мер укрепления доверия», осуществляемой ПРООН в Молдове. Результаты были представлены на конференции, посвященной завершению проекта, главным компонентом которого было предоставление грантов молодым людям в размере до $15 000 на приобретение необходимого оборудования и материалов. Помимо этого, за каждым участником был закреплен опытный наставник. Этот проект действительно дал конкретные результаты, которые нас проведет к будущему, к новым экономической активности, и который дает и рабочее место, и новые возможности. Я действительно хотел бы просто использовать этот случай, благодарить вас за ваши смелости как предприниматели, за ваши идеи и за ваше стремление. Поддержка важная, но поддержка существует только, чтобы делать возможным ваши идеи, чтобы реализовать ваши идеи. Каждая идея по-своему уникальна, и каждая бизнес-история достойна внимания. Например, Андрей Клименко возобновил утраченные технологии подвязки винограда. Он отреставрировал советское оборудование для производства уникального экологически чистого канатика, использование которого не портит лозу и увеличивает скорость подвязки виноградников в 5 раз. Услуги обучения на открытом воздухе, центр стоматологической визуализации, теплицы для выращивания овощей, рыбно- и животноводческие фермы, производство овечьего сыра, мини-пекарня, производство фотокниг. Вот лишь некоторые из идей, которые молодежь превратила в бизнес. Конечно, сегодня бизнесменам выживать довольно непросто. Но подобные гранты, подобные программы, они нас просто выручают. И, наверное, это тот спасательный круг, который позволяет реализовать себя и реализовать свою идею и как-то ее даже приумножить. Подобные программы позволили говорить о каком-то, пусть небольшом пока, начинающие первые шаги делать импортозамещение. Многие из участников проекта признаются, что без такой поддержки, возможно, никогда бы так и не решились открыть свое дело. Это не единственный и последний проект. Мы рассчитываем, что будут еще в будущем такие проекты. Для нас, так как и для наших партнеров с ПРООН, самое главное – устойчивость. Очень важно, устойчивость проектов. Все эти проекты, эти конкретные вложения, инвестиции, они маленькие, но люди развивают свои интересы, свои пассии. Да? И мы, смотря на них, уверены, что большинство из этих проектов будет развиваться в дальшем. То есть мы, так сказать, отпускаем их. Мы держали их за руку, помогли, сейчас их отпускаем, и они будут, я надеюсь, большинство из них будет развиваться и продолжаться, потому что наша помощь уже больше им не нужна. Завершением проекта стало награждение лучших предпринимателей. 6 человек с каждого берега Днестра в категориях «Лучший бизнес», «Самые высокие цифры продаж», «Наибольшее число созданных рабочих мест», «Самые успешные женщины в бизнесе», «Самый новаторский бизнес», а также в категории «Укрепление доверия» за успешное предоставление услуг или продаж на противоположном берегу Днестра. Почти как премия «Оскар». Я не готовился. Большое спасибо Евросоюзу. Это, конечно, здорово за такие проекты. Мы все благодарны. Хей-хей!
Молодежное предпринимательство часто называют стратегическим ресурсом для развития малого и среднего бизнеса. Прежде чем мы подведем итог нашей передачи, у меня остался один вопрос ко всем участникам. Почему именно на молодежь должна делаться ставка? И что бы вы рекомендовали молодым людям, которые только думают открыть свой бизнес или уже делают свои первые шаги? Давайте начнем с гостей в студии. Петр, что бы вы сказали в завершении нашей передачи? Ну что хочется сказать? В заключении, конечно, хочется пожелать молодым предпринимателям или молодым людям, которые хотят стать предпринимателями, чтобы не боялись, чтобы пробовали, изучали предпринимательство в целом, использовали те программы по поддержке малых и средних предприятий, различные площадки, которые предоставляют дополнительные знания в данной области и пробовали создать свое личное дело. Если маленький пример привести, то в последний период порог нашей организации переступило 100 тысяч человек. Это 100 тысяч людей, которые интересовались бизнесом. Мы уверены, что вместе, используя программы по поддержке малых и средних предприятий, обязательно у молодых людей получится создать свой личный бизнес. Максим, а у вас какие будут рекомендации для молодых людей? Со своей стороны, конечно, я хочу посоветовать, во-первых, ориентироваться на те перспективные отрасли, которые, может быть, не настолько насыщены на сегодняшний день. Это, во-первых, IT-направление, это может быть туризм, гостиничный бизнес, другие отрасли, которые на сегодняшний день не настолько популярны в регионе, но которые имеют идеальные перспективы на развитие и успешные предприятия, для развития успешных предприятий в будущем. И, во-вторых, конечно, не забывайте, что те ресурсы, которые доступны, во-первых, благодаря поддержке Европейского Союза, других организаций, они будут доступны, конечно, на определенный промежуток времени. И это можно сравнить с волной, которая проходит и после которой будет намного сложнее воспользоваться этими инструментами. Поэтому воспользуйтесь ими и попытайтесь создать свой бизнес в той отрасли, где на сегодняшний день конкуренция не настолько большая, и у вас есть хорошие перспективы для развития. Светлана, вот исходя из вашего скромного опыта, какой совет вы могли бы дать молодым людям? Не бояться. Не бояться и работать, работать и работать. Виктор, завершающее слово за вами. Совет опытного предпринимателя. Ну, во-первых, надо браться и работать. Это одно. Второе, надо искать тех грантодателей, так их назовем, которые окажут содействие и помощь. После сегодняшнего общения с коллегами с Молдовы я буду предлагать нашим ветвям власти о выходе на Российскую Федерацию с подобным предложением, чтобы гранты с Российской Федерации как-то договаривались на развитие производства в Приднестровье получилось. Ну что ж, наша передача подходит к завершению. Я хочу сказать спасибо всем участникам, что вы нашли сегодня время и пришли обсудить такую важную и актуальную тему – поддержку молодежных инициатив в сфере бизнеса. А от себя я хочу добавить, что предприниматель сегодня – это не профессия, это уже, пожалуй, образ жизни. Это собственник своего дела. И нам всем нужно совместными усилиями воспитывать молодое поколение, чтобы они создавали этот новый образ жизни и становились собственниками своей страны. Дорогие друзья, вы смотрели передачу из цикла «Альтернативы». С вами была в студии я, Елена Цветкова. Оставайтесь в хорошем настроении. До новой встречи в эфире. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.